Так, здорово, ребят. Сегодня у нас записывается гайдик на медового бисмастера через красный аспект. Не понял я, почему у меня не записался звук игры, но я думаю, это не прям уж критично, да, я надеюсь. Так что вот так вот. Так, ну, играем на миди через красный аспект, через доминатор, через барабаны, через блинк, да, через кирасу. В принципе, игра получилась прям хорошая, показательная. И все, приятного просмотра, да. Начинаем просто так же, как обычно, с кабанов, с вардика, ну, в целом по дефолту, да. По закупу, что я беру? То есть, обычно я беру стик, вместо Sage маски, да, стик, чтобы маны хватало, но здесь я стою в ОД. В ОД нету смысла брать стик, потому что, ну, у него нет каких-то спамящих кнопок, да. То есть, здесь я просто взял Sage маску для постоянного мана регена. Вот так вот. Ну, по дефолту здесь собираемся, то есть через обычный доминатор, через апнутый доминатор, ботинок, барабаны, блинк. И уже там по ситуации можно покупать. Можно покупать кирасу, можно покупать БКБ, то есть там уже все зависит от игры. Ну, вначале мы, как всегда, стакаем двух кабанов, да, то есть здесь нет ничего сверхъестественного, просто стакаем их, чтобы проще было нам добивать, донать крипов. На линии на первых минутах что делаем мы? Мы стараемся как можно больше задонать крипов, добить своих, да, то есть просто играем на крипов, на дена и на ласхита. Дамажить особо мы ОД пока не сможем, ну, кабаны пока не прям сильно дамажат, поэтому лучше играть, конечно, на крипов. Игра моя самая первая, поэтому я тут крипов пропущу немного, но ничего страшного не будет. Я потом все догоню. Ну, стоим просто, да, то есть харасимся, ласхитим крипов. Где-то с 3-4 уровня уже можно будет нападать на ОД, да, ласхитить, харасить его, пытаться выбивать ресы. Ну так, если он вот он подставился, да, тоже пару тычек можно дать, конечно, я ничего не говорю. Я не говорю, что прям не ласхитить его, но если вот подставляется, да, вот, например, сейчас тоже парочку там тычек от кабанов от себя можно дать. Ну все, вот второй левел апнули, качаем пассивочку, ждем третий. С третьего левела кабаны уже намного сильнее становятся. С третьего левела уже будет в разы проще стоять. А, Еще кабанами, да, мы что делаем? Мы контролируем руны все. Если вражеский мидер играет с батлом, то есть кабан опускаем просто на руну, сами идем, тоже забираем руну. Это мы не забываем. Тут ОД, в принципе, без рун играет, без батла, поэтому я особо на этом внимание не обострял. Все, ну и ласхитим просто крипов. Максимум денаев, как я сказал. Мы быстрее левелапали, да, чем ОД этот. И все, сейчас уже вот два кабана второго левела будет. Можно уже будет ОД там сильно пробивать. Начинать. Можно подпушивать сейчас линию уже. Потому что мы можем по таверам спокойно, то есть денать всех крипов этому ОДшке. Он ничего не сделает. Да, конечно, у меня тут с лысхитом проблемы некие. Первая игра раскликочная, так сказать. ПТС тут, ну, 4000, Властелин где-то. Где-то 4000, да. С калибровки уже поднял чуть-чуть. В принципе, вообще игра супер показательная, супер прям такая хорошая вышла. 26:0 я закончил игру. Вот, так что смотрим, смотрим. Тут я просто решил зайти по тавер уже, да. Ну, потому что, во-первых, у меня пассивка, мне плевать, там, под крипами находимся, нахожусь я или нет. Просто я здесь захотел, вот, ОД не пускать крипам. Вот у меня два кабана, пассивка в 2, да, и то есть я просто здесь ОД крипам не подпускаю, можно сказать, просто по таверам я его вот
хорошо убиваю, то есть вообще не боюсь. Играю аккуратно, да, там сам не бью, стараюсь ОД, чтобы на меня тавер не загорелся, но кабанами его ласхичу хорошо. Вот у него вообще хп уже закончилось. Сейчас пошел за руной, пустил ему кабана. Вот он начал... Его ошибка, то, что он начал с кабаном драться, я решил просто сейчас его догнать уже и все. То есть тут уже просто фраг, изичный фраг получился. За счет того, то, что я заранее его как бы пробил, да, за тавером. Все, у нас, в принципе, все хорошо. 5-й левел. Сейчас все, ОД уже невозможно будет стоять. 5-й левел кабанов, это очень сильно на самом деле. Пассивка у 2 тоже очень сильно. То есть у нас супер много дэмэджа, супер много атак спида. То есть ОД вообще невозможно стоять. Все, сейчас мы просто, то есть также ждем 2 кабанов, стакаем. И будем также пробивать потихоньку ОД начинать. Прилетел шлем, можно даже тавер танчить теперь. Все, сейчас задача наша запушить линию и пойти просто по таверам до этого убивать уже. Вообще в наглую просто пойти по тавер. Тем более вот сейчас апнул 6-й Арор, получил. Пока пачка небольшая, не рискую идти. Сейчас пачка придет после 5-й минуты с катапульты уже. И тут уже можно будет и зайти на самом деле с катапультой. Пропушить. Все, видите, я уже тут сразу начал пачку авто... Ну, бить, короче, пачку начал сразу пушить. И сейчас просто за тавер зайду. Начну уже его, этого ОД убивать. Тут я решил катапульту засейвить. Просто решил дать рор, побить его чуть-чуть. Сразу переагрил на... Как заметили? Сразу переагрил, то есть на кабана тавер. И вот опять я переагрил тавер. То есть как реагрить? Как реагрить? Э, На самом деле это техника такая. То есть вы должны знать, как вообще работает тавер сам по себе. То есть если вы бьете вражеского героя прямо под тавером, то есть вблизи тавера, у вас не получится ни на кого его переагрить, этот тавер. То есть вы должны стоять дальше тавера, чем тот объект, на которого вы хотите переагрить тавер. То есть, например, условно, если я стою вдалеке тавера, а кабан у меня в упор к таверу стоит, то я могу переагрить на кабана тавер. А если я наоборот вблизи тавера стою на бисмастере, например, да, то на дальнего кабана я не смогу переагрить тавера. Потому что, ну, вот такая вот механика тавера, да, то есть он бьет тех, кто ближе находится к таверу. Ну и не забываем то, что кабаны должны бить энеми героя, да, чтобы тавер за него зареагрился. Вот так вот работает. То есть это проще объяснить, конечно, на практике уже показать. Тут я на видосе уже не смогу его показать. Но если захотите, пишите, покажу потом. Как-нибудь в следующем видосе нарезку сделаю с переагриванием товара. Так, тут я решил, вот у меня домик появился, сразу пошел за крипом, да. ОД очень далеко вышел, сейчас его тоже убьем здесь. Проблем не составит. Замедление у кабанов невероятно сильное, просто идем и убиваем все. То есть тут вообще проблем не составляет это. И все, качаем просто вот максимум пассивку, да, максимум а, кабанов. Мы не качаем топоры, потому что у нас маны не хватает для топоров. Все, играем так же точно, как и на бруде, в принципе. Наш Power Spike, да, вот на бруде этот Power Spike паучки, наш Power Spike это доминатор. Мы, в принципе, снесли свой тавер уже, и все, на миде уже делать нечего. Можно спокойно выходить на любой сайт, и хоть на топ, хоть на бот. И то, что мы сейчас топ-1 по силе вообще в игре, да, мы можем спокойно начинать как бы гангать, гангать и убивать, искать киллы. Все спокойно можем делать. Чуть-чуть не хватило на этого, на тайдуху, но ничего страшного.
Все, тут я уже особо без ресов, уже особо ничего не сделал. Но все равно это так решаю продамажить чуть-чуть, чтобы не расслаблялся на ОД. Вот видите, доминатор вообще вот шестая, седьмая минута, доминатор супер сильный. Чем позже вы покупаете доминатор, тем он слабее становится. Поэтому надо доминатор максимально попытаться быстрее покупать. Если вы купите доминатор уже на 10-й минуте, в большинстве случаев на него уже будет всем все равно. Потому что он не такой сильный становится, как сейчас, например. Также и работает с доминатором второго уровня. То есть вы должны реализовать свои тайминги. Вы не должны, например, с доминатором качать лес просто АФК. Если у вас ранний доминатор, вы должны максимально хорошо его реализовать. Типа там напасть, открыть товара банально, да, вот все товары открыть просто. Пойти, если вы не можете найти фраг, просто по товарам работаете и все. Ну, это совокупность многих действий, так сказать. То есть вы не должны просто бегать, вы должны и качаться, и товара успевать ломать, и киллы искать. То есть вот это вот все в совокупности дает вам просто машину для убийств в виде бисмастера, просто, ну, машина для убийства. Такая вот история. Все, топ-тавер открыли, да, все, можем. Сейчас принесу пару ресов, да, клареток пару, потому что мана закончилась у меня. И все, можно будет пока качаться. Пока вот в тройке буду качаться вниз, пока не хочу идти, пока у меня варды в тройке есть, пока enemy коры играют в тройке, хотят играть там. Можно там пару киллов поделать, а потом уже пойти вниз с доминатором. То есть тут, в принципе, все понятно. Можно под мидом же качаться. То есть просто качаем сейчас второй доминатор. Я уже, в принципе, со своим доминатором-то все сделал. Все, что нужно было. Мид открыл, топ открыл, да, допустим. Сейчас следующий Power Spike, это второй домик у меня будет. Тут я решаю напасть на Тайтхантера, не знаю, не помню, убью или нет. Жирный. Тайдуха жирный слишком. Наверное, не убью, скорее всего. Тут просто снэпку убью. А, не-не, здесь всех троих убьем, да, мы все вместе здесь. Все четенько туда. Все, тут трипл килл я забираю. Ну и все, в принципе, вот. То есть, вот почему я не ушел, да, то есть, enemy захотели остаться там, по фарме где-то, подраться с моими тиммейтами, то есть я не ушел отсюда, поэтому. Ну и получилось вот пару фрагов залутать. Все, всех убил, троих, вот видите, потихоньку начинаю направляться вниз, под бот. То есть открывать тоже бот, выгонять оттуда гулю. И заметьте, что я сделал. Вот у меня появился второй доминатор, да? То есть я поставил первый доминатор на блок. Потому что я понимаю, если вот я нападу на Гулю, он залезет моего крипа большого. Вот смотрите, он залезает на крипа, я открываю сборку доминаторов, появляется второй доминатор. Мой крип сразу умирает, Гуля вылезает. Он вот такая вот хайпотесная фишка, так сказать. Красиво было, конечно, да, красиво это. Красиво провернул я. Вот такая темка. Все, в принципе, Гуля умер вот просто запросто, да. Сейчас с доминатором Тавер также сносим. Все, тут тоже пацаны, вот пацаны, я даже их не просил, они за мной ходят, они видят уже просто, ну, с кем надо ходить. Вот пацаны за мной просто идут, и все, я им даже ничего не говорил. Просто, ну, аура сильного игрока, так сказать, остается, они просто уже за мной ходят, и все. В принципе, ну, правильно делают, правильно. Им больше-то и ничего не надо, просто за мной ходить, и все. Сларк пусть качается, да, там, Клок где-то качается. Ну, пусть качаются. Я, в принципе, с доминатором-то уже... Со вторым доминатором я супер стронг. Я просто вот могу по товарам пойти и просто каждый товар открыть сейчас Т2. И просто вот enemy чары, они просто зажмутся на ХГ и не будут знать, что делать, потому что, ну, это лоу ПТС, они не поймут, что делать. Они просто будут АФК сидеть, либо будут бежать в нас и фитить. То есть, все, такая тяжелая ситуация для них настает. Наша задача в такой момент, когда мы закрыли их на ХГ, это не нафидить. Не нафидить где? Не нафидить на ХГ. То есть не идти вовремя, не вовремя на ХГ. Слишком рано.
Так, да. Ну и все здесь, то есть я опять захожу в тройку, забираю крипа. И, в принципе, вот тоже держу вот троечку, да, вражескую. Потихоньку вот буду открывать товара. Т2 может какие-то киллы находить. То есть просто начинаем дикий прешер врагов. Вот открываем тавер просто. С барабанами уже вообще тавер улетает просто. Здесь какой-то файт, ну это мы не подключаемся, мы просто тавер снесли и все. Все, идем дальше, подкачались, да, вот крипов убили в лесу, может и два в миде снести. То есть мы не забываем качаться, главное. Главное не просто по товарам ходить, да, то есть не забывать качаться, не забывать загулявших вот таких героев принимать вражеских. Например, ОД Тайт загуляли, да, все, мы их приняли, убили. То есть вот так и работает, в принципе. Мы не играем прям по шаблону, так сказать. Тоже нужно от ситуации отталкиваться. Мы сейчас топ-1 по силе, да, почему бы не подраться, вот, если враги сами в нас бегут. Да, если они не будут в нас бежать, они будут АФК стоять просто, а мы будем просто пушить их. Просто пушить все Т2 и так далее. Ну все, сейчас. Вот тут, раз я такой сильный уже, да, то есть, чтобы силу свою закрепить, так сказать, можно кирасу купить просто на дэмэдж. На дэмэдж, на пуш, да, и просто ходить уже пушить. Можно купить БКБ, если вот игра более-менее равная такая, и вам трудно играть в нее. То есть, если вы прыгаете, вас контролят, убивают как-то, вот, можно взять БКБ. Но Кираса вообще суперская тема, на самом деле. Все, то есть, вот, Дайдуха тут жирный, капец, я офигел. Мы вообще его убить не смогли, пробить. А так, в принципе, да. Так просто мы чуть-чуть не хватило на Тайдуху, вот прям чуть-чуть. Я мог, конечно, напалм, наверное, кинуть на драконе, но что-то я затупил. Ну, ничего страшного. В принципе, это вот сейчас загуляли чуть-чуть. Это вообще не надо было делать, просто мы бы товар Т2 пошли нести, если снесли бы и все. Сейчас чуть-чуть подфидели, подзагуляли, а так делать нежелательно, конечно. Сейчас просто можно пойти Рошану забрать, да? Либо Т2 пойти же в миди забрать. Ну, раз я близко к Рошану, я сейчас Рошану заколю, думаю, просто и все. Ну, то есть Рошана мы легко забираем на бестия. Проблем с этим никаких не должно возникать. Была бы команда рядом еще, было бы, конечно, попроще еще. Рошана забрать. Ну и так, то есть можем забирать спокойно. Главное вот, чтобы вот наши Егис Enemy чары не забрали. Вот. А так, да, все, в принципе, сейчас Егис получаем, идем пушить и дальше качаемся до своих ключевых итемов. Пока на ХГ тяжело заходить, нам все равно. То есть даже учитывая то, что мы вот так ведем игру, сейчас дота такая, то, что на ХГ заходить все очень аккуратно нужно. С большим преимуществом, с какими-то пикофами, возможно, с каким-то Аегисом, да, то есть. Ну, даже с Аегисом я особо не горю желанием на ХГ заходить. Я хочу Кирасу дофармить, на самом деле, с Аегисом. Дофармить Кирасу, открыть товара и, то есть, просто покачаться до шмоток. Просто дать там команде свои шмотки докачать какие-нибудь важные. Чтобы было намного уже больше разница в голде между тимами. Все, сейчас Зуд закачался, купил Хайперстоун, нашел ДД, пойдем сейчас мид заберем. Может, подеремся под мидом где-то, да? По Т3 не лезем мы. По Т3 не особо охота лезть.
Пацаны, конечно, чуть-чуть не понимают это, но я понимаю, я туда не лезу, как бы. Не лезу, не фижу лишний раз. А, Забираю тут волка на урон, да? Вижу ОД, вышел, сразу прыгаю в ОД с ДДшкой, ваншотаю его просто. Гулю ваншотаю здесь тоже. Ну, Тайдуху я уже не ваншотну, Тайдуха слишком жирный. Тайдуху уже мы просто отпускаем. Ну и все, тут, в принципе, вот. Убили, да, качаться пошли. Пушить мы не можем пока. Что поделать, дота сейчас такая. 19:0 не могу спушить. Ну, бывает, бывает. Берем потом. Кстати, вот этих крипов первый раз я беру в своей жизни. На самом деле, вот этот крип, который 50 армора сносит, это прям сильно, мне кажется. 50% армора физического. То есть плюсом под кирасой, там вообще у него армора у enemy чара не будет, вообще откиснет быстро получается. А так, все, дальше качаемся. После кирасы можно хекс взять какой-нибудь, либо БКБ также, да, купить. Я тут хекс возьму. К концу игры уже. Меня, в принципе, тут тяжело убить, у меня много сейва, у меня есть стампит, у меня есть клоквер, который может подсейвить меня. То есть здесь я не боюсь за безопасность свою. Ну и, в принципе, я сам аккуратно играю, то есть особо БКБ мне не нужно даже. Да, вот на карте рисую, чтобы пацаны стянулись поближе ко мне. Сларк там в боте развлекается тоже. Вот сейчас можно под бот пойти. Вижу я то, что они в боте вышли глубоко. Можно было бы пойти под бот. Ну, там Слары без ресурсов. Слар без ресурсов, мы без кентавра. Не захотел я сразу пойти туда. Вот, кстати, чтобы линии не были запушены, да, вот видите, я основной герой мид фармлю, а самонами вот топ фармлю, качаю. Желательно делать все наоборот, то есть самонами опасный мид качать, а самому топ качать здесь. Ну, так как у меня Егис, мне было все равно, я вообще не боялся. Если бы они напали на меня, они бы тут и остались все. Потому что пока они Аегис мой выбьют, вся моя команда подойдет, я дам рор и с крипами там убьем всех. То есть я тут не боялся как-то под мид выходить особо. А чтобы у нас вот топ-линия не пушилась наверх, да? То есть чтобы она постоянно на enemy чаров пушилась, то вот так вот крипов скипаете на выходе и все. Все будет замечательно у вас. То есть здесь Тайдуха далеко вышел, возможно, мы попробуем сейчас его убить, да. Тоже Рэвидж отдал, БКБ отдал. В принципе, хороший размен. Ну и все. Качаемся дальше. Вот, ну да, приходится качаться. Вот тут я не понимаю. ОД вышел куда-то, куда он вышел, понятия не могу. Все окей. Ну, а Игис у меня закончился, меня не убили, слава богу. Ну и все. Тут, в принципе, они уже далеко загуляли. Все, я их тоже потоптал под рэмпейджем. Все в целом. Но все равно здесь мы все без ресов уже, то есть пушить тоже не вариант уже. Дальше качаться идем просто. Ну вот так и вот играете. Да, ловите просто постоянно на ошибках. Пацаны вышли с ХГ своего, вы их поймали, да, на ХГ мы не лезем. Ну, на ХГ тяжело, тяжело. Вот, вот Снапуха, да, вышел с ХГ, все, сразу умер. И вот пару минут вот такого вот вышел с ХГ умер, вышел с ХГ умер, и у вас уже преимущество там 20 тысяч, 30 тысяч на Творса, то есть, и все у вас уже замечательно и хорошо.
Вот так и работает все. Здесь я, по-моему, выжил. Да, я выжил здесь. Не умирал, ничего. Повезло мне тут чуть-чуть. Конечно, это может надоесть, но если... То есть, постоянное вот это вот, то, что вы не можете на ХГ зайти, это может надоесть. Вы можете попытаться зайти и можете ошибиться и нафидить. И вам еще потом будет сложнее заходить. То есть тут надо просто терпением запастись, и будет у вас все шикарно, как так сказать, да. Лишние пару минут вы можете покачаться, пофармить, да, то есть Рошана подождать, дофармить там ключевые итемы, там БКБшки на корах, да, там глимеры какие-то, форстафы, лотусы там на саппортах, посмотрите там, что кому надо, да, дофармить. Вы можете это дофармить и попытаться уже на ХГ как-то зайти под какой-то пиков. У нас так и получилось, в принципе. Мы просто там в боте какой-то файт начался в боте. Мы зашли, убили там врагов. И там уже нормально все у нас было. Мы просто зашли на ХГ и убили всех. Кстати, после Кираса вот шарт покупаю всегда. Ну, шарт на 4 птички под Кирасы, они очень быстро бьют. Поэтому шарт беру, да. Супер сильный шарт. Под барабанами птички прям мега быстро атакуют. Так, паузу ставили, да. Так что сейчас подрезал чуть. Ну что дальше? Вот дракона взял. И все, продолжаем также качаться. Что тут остается? Вообще, вот БКБ хотел взять, но потом решил то, что лучше возьму Хекс там на контроль лишний, да, там на Гулю. На ОД Хекс пойдет нормально, в принципе, будет. Все, тут вот Гуля выходит что-то. Все, убежал просто. Так, из нейтралок я взял, на самом деле, не помню уже, что взял. По-моему, перчатку взял на урон. М. Ну да, по-моему, перчатку взял, просто чтобы дэмэджа больше было через роры, все. Ну, тут, в принципе, неважно это, что брать. Тут уже хоть что-нибудь надо было взять. Все, вот видим, что в боте какая-то суета. Вот видите, опять с ХГ вышли, с ХГ вышли, сразу идем наказывать их. Все ресурсы есть, почему бы не пойти, не убить их всех. Все, убили. И все, вот здесь уже они поплыли, конечно. Тут уже 20 тысяч, 30 тысяч перевеса дает о себе знать, так сказать. То есть мы фармили, фармили и, наконец, дофармили. Все, то есть тут уже убиваем их, все убиваем. Т4 не лезем по Т4, все. И все сносим просто тут бараки, все товара, под кирасы, спокойно уже все можно тут сносить. Мгм. Ну и все, вот так вот и заканчивается. Вот эта фармёжка постоянная. То есть если не фидить, да, если лишний раз на ХГ не залезать, не фидить на ХГ. Так и, в принципе, с большим перевесом в моменте вы просто зайдете, убьете их и закончите. То есть если бы я тут условно умер раза два-три, игра бы шла минут на 15 дольше. Может быть, и намного дольше. Потому что, ну, в лейте уже тяжело на таком бисмастере выиграть. В лейте уже надо покупать... В лейте вообще надо уже продавать доминатор свой, покупать какой-нибудь Bloodthorn, манту, да, и пытаться через Рор, через Bloodthorn, через манту ваншотать enemy чаров. Ну, это в том случае, если у вас нету прям кора, который может засолить. Если есть кор, который может засолить, можно просто там сыграть на него и взять там рефрешер какой-нибудь, Актерин, да, и просто два Рора давать. Хекс можно взять. То есть, ну, просто на контроле сыграть и все. А если именно хотите керрить, убивать, можете взять там Блаторн, Манту, Аганим и спокойно там за Рор стирать просто энеми.
Вот так вот, да. Ну все, тут уже пушим. Сейчас касцену вам покажу. Там просили ID показывать игры. Сейчас будет катсцена, я ID покажу, и все на этом, в принципе. Такая вот игрушка получилась хорошая, показательная, главное. Если хотите также, записывайтесь на коуч. Научим. У меня есть ученик, который с 4000 апнул 11 на бисмастере медовом. Так что вот да, все работает, все четенько. Так, вот ID вам. Мгм, вот конец игры. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.